Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшнего гадания звучит так. Отпустит ли он вас? Пожалуйста, подумайте о своем любимом человеке, либо который вам интересен, возможно, от которого вы пытаетесь уйти, да, и который вас не отпускает. Подумайте о нем, вспомните его глаза, голос, улыбку. Представьте его рядом. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Мой милый дорогой, назовите его по имени. Отпустишь ли ты меня? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Давайте посмотрим на мужчину, на вас и попробуем ответить, да? Знать ответ, отпустит ли вас мужчина. Так, ну честно, дороги у вас разные. Дороги у вас разные и окружение, вы вообще разные. Вы две противоположности, девочки. Как вы с этим мужчиной сошлись? Две противоположности. Вы, когда вместе, вы друг друга очень сильно раните. Но когда вы порознь, вы просто готовы на стенку лезть. И вы, и он, насколько сильно вас тянет, да, и не хватает вам друг друга. Угу. У вас тут очень мощная привязка. Знаете, вы кармические, вы очень кармические, и карма жесткая и прям бьет вас, да. Такие прям узел, понимаете, огромный кармический узел, который нужно распутывать. Да, вы, конечно, вы до последнего надеялись, что все будет хорошо. Вы до последнего надеялись на чувства, на любовь, на счастье. Знаете, это не он вас не отпускает, это вы к нему привязаны, а он привязан к вам. Между вами прям такой коннект, между вами такая вот прочная нить, я бы сказала, даже цепь, огромная цепь, которую невозможно ничем разорвать. Эта цепь спадет. Да, она спадет. Она спадет, когда вы с друг другом сможете поговорить, на чистоту сможете поговорить. У вас слишком много претензий к друг другу. Тут у женщины очень много претензий, у мужчины много претензий. У вас к нему очень много вопросов, и у него к вам очень много вопросов. То есть тут такие качели, когда от любви до ненависти, вот такое даже происходит в ваших отношениях. То вы его ненавидите, готовы на кусочки порвать, да, то вы его увидели, либо что-то о нем услышали, и ваше сердце наполняется тоской по нему. Хочу к нему, хочу быть с ним. Где он, что с ним? То есть какое-то прям переживание идет. И у него то же самое. Знаете, вот он с другими женщинами не может. Не может, ну скажем так, либо вообще в принципе не может, либо вообще не заходит, да, вот не заходит и все. Но не получается, да, не получается получить там удовольствие, либо в принципе не получается. Вот. И он считает, что вы на него намагичили, да, он думает, что она меня испортила, намагичила, а у меня теперь на других реакции нету, да, что мне делать? Как мне жить? Меня попортили, я бедный, несчастный. Что будет дальше? Да, у него насчет этого переживания очень сильное. Он и злится на вас, и тоже думает, что нет, она же моя девочка любимая, как она не могла. То есть, знаете, вот какие-то смешанные чувства и у вас, и у него. Я честно скажу, здесь есть, конечно, вмешательство и третьих, десятых лиц. Здесь слишком много между вами людей. И с вашей стороны есть, с его стороны есть. Но главное, что вас связало и что вас не отпускает, это именно судьба и карма. Вы кармические, вы на друг другу завязаны, на друг друге, и вы должны друг друга научить, вы друг другу идете кармическими учителями. Мои дорогие, особенно мужчина вас учит, вы его учите, но он вас учит вдвойне, потому что вы сильная, вы такая прям, ну, пробивная, да, и непробиваемая в тот же момент. И вас на вот этот крючок любви поймали, понимаете? Как вас еще можно научить? На крючок любви вас поймали, и теперь вас, ну, скажем так, мучат и заставляют переживать. А почему я улыбаюсь? Потому что вы, мои девочки, я вижу ответ, вы поймете, в чем ваш был урок, вы станете
той, кем вы должны стать, и вас ждет очень большое счастье, вас ждет большая любовь, счастливая семья, счастливый брак и богатая жизнь. Это к вам придет обязательно, но не с этим человеком. Я вижу, вот прям чувствую, да, что многие девочки, кто смотрит, говорят: ой, нет, я люблю только его, хочу только его, он никогда меня не отпустит. Это не он вас не отпустит, это вы с ним не останетесь. Вот такая идет ситуация. Так что, мои дорогие, время пройдет, вы осознаете, что было причиной того, что вы настолько друг к другу привязаны и настолько на друг друге залипаете. Да, мужчина первый выйдет из этого состояния, я не буду тут скрывать, я вижу, что у него, он уже пытается, да, он уже пытается вам либо замену найти, либо уже нашел, но у него там вообще не идет, не клеится. Вы такую планку, да, ему показали, настолько сильно ее задрали, что, я не знаю, полмира придется обойти, чтобы найти девушку приблизительно похожую на вас, не такую, как вы. Такой, как вы, в принципе, он не найдет. Приблизительно, да. Вот знаете, он как будто бы вот там, я не знаю, там икры покушал, да, теперь ему предлагают там хлебушка, да, и не хочется ему этого хлебушка. Ну вот не хочется, и все, хочу икры. А икру он не может вытянуть, да, ни эмоционально, никак. В общем, вы для него недоступная. Недоступная, и он понимает, что когда вы вместе, вы друг друга раните. Вот он это уже понимает, вы еще нет. У вас еще есть мечта, надежда что-то с ним поменять, переделать, перекроить. Возможно, даже кто-то думает, что там намагичили и нас типа там магическим путем разделили. Девочки, нет, здесь магией и не пахнет. Здесь пахнет именно кармой. Карма, ну поверьте, это намного круче, чем магия. Ее нельзя снять, ее нельзя убрать, ее лишь нужно пройти. Поэтому проходите и выходите из этого состояния. Вы выйдете. У вас такой классный мужчина идет, прям любо-дорого. И этот мужчина, он не так далеко, как вы могли бы подумать. То есть у вас встреча с ним будет там, самое дальше, это через 2 месяца. Вот, замечательный мужчина, богатая жизнь, счастливая жизнь к вам идет. У вас ваша чаша любви, во-первых, она у вас опрокинутая вышла с этим мужчиной загаданных. Она у вас восстановится, она у вас наполнится. Еще вы будете пить из нее, пить и наслаждаться. Что касается этого мужчины, как страшный сон. Как страшный сон все закончится. Вы, как говорится, да, перекреститесь и отпустите, скажете: иди, пожалуйста, там не мешай. Живи своей жизнью, все, я все поняла, как тебя вести, что делать. Вот есть какой-то момент, который здесь у каждого свой. Я не могу здесь четко понять, что конкретно вы должны пройти. Вы поймете это сами. Буквально у вас идет момент, смотрите, что-то вы либо, вот смотрите, как я говорю, да, девочек много. Идет такая информация. Вы либо с ним встретитесь, и у вас будет очень такая жесткая пикировка, прям обидные слова, там, жесть, короче, такая пойдет, да. Либо вы что-то о нем узнаете, и так вы на него разозлитесь, так вы на него занегативите, что у вас прям как, спадет пелена с глаз, и вы поймете, в чем тут дело. Просто поймете, согласитесь, отпустите, и жизнь ваша поменяется. Он уже не сможет на вас влиять, он уже не сможет, скажем так, вас прогибать, да. Потому что я вижу, что он вам и снится, и образ вы его видите, и чувствуете вы его, и что-то только не происходит. Тут просто какая-то болезнь. Вы этим человеком болеете, вы выздоровеете. Это идет. Ваш ли это человек? Нет, не ваш. Сделает ли он вас счастливой? Нет, не сделает. Что вам нужно делать? Вам нужно верить в свое счастливое будущее. У вас совершенно другой человек, прекраснейший человек, которого вы действительно полюбите. То, что происходит сейчас, это обманка. Это скорее, знаете, каприз. Да? Я хочу то, чего не могу получить. Я сижу, я капризничаю, я переживаю, я нервничаю. Вот такой подход идет. Вот. А когда вы по-настоящему влюбитесь, когда вы почувствуете, что и вас любят, что для вас стараются, что для вас делают, вот тогда глазки наши и откроются, тогда все станет ясно. Вот этот момент у вас отыграется. Вы знаете, ваши мужчины, они, еще говорю, да, буквально вот еще месяц, 1,5-2 месяца, вот так вот идет. Все это уйдет, это мучение, это вот прям тоска, переживания, слезы. Я просто вижу, что кто-то прям плачет по этому мужчине. Девочки, все уйдет, освободитесь, очиститесь. У вас мостик совершенно с другим человеком.
кораблика. Мало того, у вас вот скоро какое-то путешествие, вам видите, кораблик вышел на ваших руках. У вас путешествие скоро будет, вы куда-то поедете, у вас там будет полная перезагрузка. Перезагрузка. И знаете, вот у вас с этим человеком стена выйдет, стена. То есть либо вы вообще потеряетесь по жизни, да, друг о друге знать ничего не будете, либо настолько это все будет неинтересно, что эта информация даже до вас не будет доходить. Да? То есть вы закроетесь, он закроется, у вас своя интересная жизнь, у него там тоже что-то по-своему пойдет. Вот, не будет даже никакого интереса. И если где-то вы случайно там столкнетесь, либо кто-то вам скажет об этом человеке, вы просто даже не сразу и среагируете. Вот поймайте себя на мысли о том, что я не помню лица этого человека, да, либо как-то все у меня размыто в воспоминаниях идет. И это будет очень вот прям хороший знак для вас, что вы переболели, и у вас выработался иммунитет. Вот такая идет ситуация. Не зацикливайтесь, не переживайте. Сейчас, да, очень много тоски и грусти, потому что, знаете, он с вами как-то несправедливо поступал, как-то вот прям, таким мужом был, да, хитреньким, который... Вот знаете, многие девочки считают, что их использовали, причем таким прям хитрым каким-то способом, да. И ответа нет, почему. Вот как-то человек использовал, да, и как-то грубо расстался, либо там по-английски ушел, да, вопрос за что, почему ты так со мной поступил, неужели там я настолько плоха, неужели там во мне столько изъянов. То есть вы вините себя в этой ситуации, не его за то, что он там ветреный и да, шалтай-болтай такой, что он актер, да, и там постоянно под масками, а вините себя. Он же тоже вас винит за то, что у него теперь с другими женщинами не идет, за то, что вы настолько сильно планку задрали, да, что он теперь, вынужден, скорее всего, либо с таблеточками, да, радости получать, либо обращаться вот за какой-то помощью, чтобы его, скажем так, мужественность восстановилась. То есть у него как бы проблемы есть, и он прям на вас вот гневит, грешит, думает, что вы его испортили. Вот еще может вам претензия от него прилететь, либо вы от кого-то, через кого-то, да, он вам передаст. Вот, я не удивлюсь, что его там новая девочка, либо девушка, да, его там куда-то уже водит, там что-то с него снимает. Вот, я не удивлюсь этому, потому что здесь такое может быть. У него реально вот какое-то расстройство в интимном плане пошло после вас. Да. Ну, а как он думал, да, если он там в бизнес-классе полетал, то в экономе уже как-то будет очень-очень некомфортно. Вот такая ситуация. Мои милые, не переживайте, ему тоже плохо. И эта ситуация, она решаемая. Отпустит, куда он денется. А вас ждет большое счастье и новый мужчина. Мужчина именно вот с большой буквы М. Настоящий. Стабильный, хороший, любящий, дающий. Мои девочки, пусть так поскорее у вас и случится. На этом все. Гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.